Уголовное преследование подзащитного Багаудина Хаутиева, как и всех остальных подсудимых, носит характер политических репрессий. То есть это преследование не было основано на праве. Оно политически мотивировано, иначе не было бы вообще, ввиду абсурдности всех предъявленных обвинений. Я повторюсь, их уголовное преследование не основано на законе, а узаконено. Следствие настолько запутало свою позицию, а по сути запуталось само, что невозможно осуществлять защиту одного конкретно взятого подсудимого. Каждый факт событий того времени является свидетельством полной и безоговорочной виновности каждого находящегося сегодня здесь, на скамье подсудимых. Это дело, спустя годы, когда, даст Бог, восстановится право в нашей стране, войдет в историю как пример беззакония и вседозволенности, слившийся в единый механизм всех институтов и ветвей власти, а также бесправия и фигурантов этого дела, и всего народа, на защиту интересов которого они вышли. Осенью 2018 года в Республике Ингушетия произошли события, которые стали результатом многолетней работы региональной власти. И вина за все события того периода лежит исключительно теперь уже на экс-главе Юнусбеке Евкуре и его команде, которого, кстати, суд отказался вызвать в качестве свидетеля. И этим в том числе подтверждается политизированность всего уголовного преследования подсудимых, а также внешнее политическое давление на исход этого псевдосудебного избирательства. Крайне важно напомнить, что Юнусбек Евкуров беспрерывно управлял республикой вот уже 10 лет, и 9 сентября 2018 года уже в третий раз вступал в полномочия высшего должностного лица региона. Тогда, уже в третий раз, положив руку на Конституцию Республики Ингушетия, он произнес присягу, в которой он обязался соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на него народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетия. Еще за месяц до этого дня, в середине августа 2018 года, представители общественности, которые на постоянной и профессиональной основе занимаются восстановлением и сохранением исторического, культурного и духовного наследия, стали свидетелями крупномасштабного строительства на территории заповедника Эрзи. Этот заповедник находится на территории Республики Ингушетия, и на его территории находятся сотни бесценных объектов культурного и исторического значения. Статья 95 Земельного кодекса Российской Федерации запрещает любую деятельность, оказывающую негативное воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий и не связанную с сохранением и изучением природных комплексов и объектов, в том числе строительство автомобильных дорог, а также объектов капитального строительства. И ряд установленных исключений никак не дает никакого правового основания для того, чтобы на указанной территории под охраной вооруженных до зубов силовиков, как это происходило летом 2018 года, строители при помощи тяжелой техники проводили там строительные работы. Апогеем это является тот факт, что и строители, и силовики не имели никакого отношения ни к заповеднику, ни к Республике Ингушетия, на территории которых они работали. Кстати, эти общественники и историки, которые вывели тогда указанный факт грубейшего нарушения федерального законодательства, никогда не занимались политической деятельностью. Ни до того момента, ни после. Более того, они входили в число тех организаций, с которыми администрация, то есть региональные власти, открыто и плотно сотрудничали, высоко ценила их деятельность и оказывала им всевозможную поддержку. Что, кстати, является еще одним доказательством отсутствия какой-либо политической вражды по отношению к региональной власти у всех участников массовых акций, начавшихся осенью 2017 года, в том числе и его подсудимых. После того, как указанный факт был выявлен, общественность задала прямой вопрос руководству республики о том, что же происходит на территории заповедника. Двое из тех, кто задал этот вопрос, в числе первых, Багаудин Хаутиев и Исмаил Нагиев. Сегодня здесь на скамье подсудимых. Это была середина августа 2018 года, когда еще не было никаких массовых акций. Они просили представителей исполнительной законодательной власти дать ответ на вопрос о происходящем на территории заповедника Эрзи событиях. Извините. Тогда ни представители исполнительной, ни представители законодательной ветви власти даже не посчитали нужным ответить на обращение общественности. Более того, игнорируя этот факт, вплоть до инаугурации Евкура 9 сентября 2018 года, когда он перед парламентариями заявил свою неофициальную версию о проводимой спецоперации сил правопорядка и спецслужб на указанной территории заповедника Эрзи, вблизи административной границы с Чеченской Республикой. И еще тогда он обвинил общественность, которая фактически была обеспокоена предстоящим незаконным изменением границы республики, в раздувании вопроса из ничего. Якобы передача земли не планируется, и вот кто-то просто так на ровном месте создает неуместный шум. И Евкуров тогда солгал, как делал это 1000 раз. И его ложь впоследствии раскрылась. Жители республики начали волноваться не зря. Этим подтверждением стали эти соглашения 26 сентября. И вот спустя 17 дней после принесения этой присяги, 26 сентября в присутствии полномочного представителя президента России в СКФО Юнусбек Евкуров в нарушении норм действующего законодательства подписывает соглашение, которое официально было названо установлением границ между двумя республиками,
Но по факту Республика Ингушетия лишила значительной части своей территории, чем он нарушил данную при вступлении в свои полномочия присягу. Фактически, нарушив данную присягу, его тогда уже должны были отправить в отставку, выразив ему вотум недоверия и начав процедуру импичмента. Но вот незадача. Оказывается, такой процедуры в действующем законодательстве нет. Народа лишили права не только избирать высшее должностное лицо региона путем прямого всеобщего голосования, но и снимать его с должности. Вот жители республики узнали, что подписано такое предательское по отношению к их интересам и интересам республики соглашение. Тем более, что сделано это было кулуарно, в тайне от народа. А спустя несколько дней жителям республики стало известно о том, что на 4 октября назначено заседание Народного собрания Ингушетии, на котором депутатам предложено ратифицировать это соглашение путем принятия республиканского закона. Естественно, народ собрался в Магасе, чтобы поддержать законодательный орган, который величал себя народными избранниками, чтобы они приняли единственное верное решение о судьбе этого соглашения. Уже после того заседания Народного собрания республики большая часть депутатов, перед собравшимся на площади жителями Ингушетии, заявила о фальсификации результатов голосования по ратификации соглашения 26 сентября и о том, что лично глава республики Евкуров, присутствующий на заседании, принимал в этом участие. В подтверждение этого депутаты обратились с заявлением в Конституционный суд Республики Ингушетия и следственные органы, указав на совершенное должностное преступление. Все совершенное в те дни руководством республики и его окружением вызвало негодование жителей региона, и люди на протяжении 2 недель в центре столицы проводили мирную акцию, за время которой ее участникам не было совершено ни одного даже административного правонарушения. А составленные сотрудниками полиции под огромным административным давлением главы республики Юнусбека Евкурова материалы об административных правонарушениях в отношении почти 30 жителей республики, которые выступали на той акции, были рассмотрены Магасским районным судом, и им была дана квалифицированная правовая оценка, которая указала на отсутствие событий административного правонарушения. В то же время Юнусбек Евкуров публично признал факт кулуарных в тайне от народа и подготовки от соглашения и его подписания. Это было сделано им в ходе совещаний, которое он проводил со своими подчиненными в своем кабинете, в то время, когда октябрьский митинг в Магасе шел уже несколько дней. Таким образом, он пытался снять накал страстей. В те же дни участниками митинга начался сбор подписей под обращением к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором было выражено категорическое несогласие с решением об изменении границ. Вот копия этого соглашения, направленного в адрес президента страны, поставили подписи 51 319 человек из числа жителей республики. И в этом обращении жители республики, описав ситуацию, которая происходила тогда, указали, что мы выражаем недоверие главе республики Ингушетия и просим вас отправить его в отставку. Требуем отменить несправедливое и незаконное соглашение 26 сентября 2018 года об установлении границ между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Требуем исполнить положение закона Российской Федерации о реабилитации репрессивных народов и возвратить в состав Ингушетии пригородный район. Эти три требования, эти три вопроса, 3 пункта содержались в обращении к главе государства. Спустя некоторое время жители республики фактически делегировали полномочия и поручили вручить обращение в адрес главы государства именно Ахмеду Барахоеву, кто сегодня находится здесь на скамье подсудимых. И он исполнил возложенное на него жителями республики на личном приеме у заместителя начальника департамента по обеспечению деятельности приемной президента России Григоряна. По версии обвинения, что все, кто обращается к главе государства, совершает преступление экстремистской направленности, по версии обвинения теперь что? Требует у главы государства исполнить закон, защитить популярные права граждан этого государства, а если надо, и уволить провинившего чиновника экстремизм. Я говорил уже о том, что депутаты Народного собрания республики обратились с заявлением в Конституционный суд Республики Ингушетия. Так вот, Конституционный суд, несмотря на колоссальное давление и угрозы со стороны руководства республики, что было подтверждено и установлено здесь в судебном заседании, не занимая чью бы то ни было позицию, вынес единственное верное постановление, основываясь исключительно на закон, указав на правовую несостоятельность и самого подписанного 26 сентября 2018 года соглашения и якобы ратифицировавшего его республиканского закона. Этот факт также подтверждается материалами дела. Указанные выше факты являются подтверждением того, что жители республики самостоятельно пришли тогда в столицу республики Магас и добровольно находились там на протяжении 2 недель, защищая свои права и отстаивая свои законные интересы, а также интересы родной республики. Именно тогда единственный источник власти в нашей стране, как о том гласят статья 3 Конституции Российской Федерации и статья 4 Конституции Республики Ингушетия, выразил недоверие главе республики, признал недопустимым и неприемлемым осуществленное им предательство, делегировал сидящим сегодня здесь на скамье подсудимых жителям республики полномочия представлять его интересы
в том числе и вести от его имени переговоры с представителем президента России Владимира Путина в лице полномочного представителя СКФО и руководителя управления по внутренней политике его администрации. Указанный факт полностью опровергает и абсурдное обвинение в создании экстремистского сообщества и участие в нем всех подсудимых. Потому как следствие настаивало на том, что создано оно было еще весной 2018 года, то есть за полгода до октябрьских событий в Магасе. Но в то время они даже не были между собой знакомы. А те, кто был знакомы, абсолютно не имели никаких отношений, которые могли бы расположить даже на краткосрочную беседу. Ни Багаудин Хаутиев, ни другие не были между собой знакомы, и фактически никакого умысла не могло быть ни на создание экстремистского сообщества, ни на вступление в его ряды. Все материалы дела, в том числе следственные показания, указывают на несостоятельность обвинений и на невиновность наших подзащитных. Допрошенный в ходе судебного процесса сотрудник специального подразделения МВД по борьбе с экстремизмом также проверил версию следствия о создании мифического экстремистского сообщества, якобы действующего на территории Ингушетии. Только на это подразделение полиции возложены полномочия борьбы с преступлениями экстремистского характера. Его показания полностью опровергают эти надуманные обвинения всех подсудимых, в том числе и моего подзащитного, который указал на то, что информация о существовании какого-либо экстремистского сообщества у них не было, и разработкой не занимались. Вообще, это абсурдное обвинение экстремистского характера появилось в деле исключительно спустя много месяцев после ареста всех подсудимых, уже в конце 2019 года, после того, как следствие не смогло придумать какие-либо доводы для оправдания предъявленного обвинения по организации применения насилия в отношении силовиков утром 27 марта 2019 года в Магасе. Оно является жалкой попыткой следствия создать негативный образ наших подзащитных, создать крайне негативный фон происходящих тогда событий, выставить некомпетентных региональных чиновников, загнавших республику в удручающее социально-экономическое и общественно-политическое положение, в качестве жертв некого мифического заговора и цикла кругом враги. Для меня очевидно, что все эти события, неудачи регионального руководства и его провалы были очевидны для федерального центра, и Евкуев использовал глупо созданную им самим ситуацию вокруг отторжения земель республики для оправдания своих неудач и откровенных фактов коррупции. Он затаил злобу на жителей республики и уже весной 2019 года, после того, как вновь создал повод для выражения народу недоверия ему, после откровенного нарушения норм действия федерального и регионального законодательства по изменению территории и границ республики, руководство республики принялось изменять республиканский конституционный закон о референдуме, из которого преднамеренно был исключен целый абзац, определяющий случаи, при которых проведение референдума являлось обязательным в качестве прямого волеизъявления жителей региона. Именно этот факт и послужил основанием для проведения мирного митинга в Магасе 26 марта 2019 года. Участниками митинга стали около 50 тысяч человек, которые еще раз выразили недоверие Евкуеву и проводимой в последние месяцы антинародной политики. А затем уже он обрушил все силы репрессивной машины на участников массовой акции в Ингушетии, фактически в отношении всего народа республики. После окончания митинга люди разошлись. Но к утру 27 марта на площади перед Национальной телерадиокомпанией Ингушетии находилось около сотни человек, которые не скандировали никаких лозунгов, вели себя абсолютно спокойно и не проявляли какой-либо агрессии. Они спокойно ждали, пока им принесут обещанное разрешение на проведение пятидневного митинга, где суд не вызвал в качестве свидетеля. Начальник Главного управления МВД России по СКФО Бачуев. Это опять говорит исключительно о предопределенности исхода судебного разбирательства и, конечно же, негативный итог ожидаем. Материал дела содержит документ, подготовленный сотрудниками ФСБ, где изложена вся хронология событий 27 марта 2019 года. Согласно сведениям этого документа и обстоятельств, которые происходили, неудачные, крайне агрессивные попытки силовиков оттеснить людей с площади начались во время утренней молитвы намаза с разрыва шумовых гранат и необоснованным применением силовиками и направленной на провокацию и агрессии людей. Багаудин Хаутиев находился тогда в этот момент дома в городе Назрань. И, соответственно, никакого отношения к призывам применять насилие в отношении силовиков он не имел и иметь не мог, как и, в принципе, другие подсудимые. Багаудина Хаутиева задержали в собственном доме 3 апреля 2019 года. С тех пор необоснованно содержится он под стражей. После задержания он был доставлен в распоряжение войсковой части Росгвардии на окраине города Назрань, где незаконно содержался некоторое время, и уже затем на вертолете, точно так же, как и большинство задержанных в рамках этого уголовного дела, был перевезен в город Нальчик, где был арестован судом и водворен в сетеизолятор. Меры пресечения в виде содержания под стражей неоднократно, необоснованно, несмотря на отсутствие на то каких-либо правовых оснований, продлевалась. Вина Багаудина Хаутиева точно так же, как и других подсудимых, не только не доказана материалом дела, но и полностью опровергается ими.
Среди доказательств невиновности подсудимых есть не только упомянутые свидетельские показания и данные отпечатков оператора места нахождения Багаудина, но и результаты экспертиз видеозаписи, на которых зафиксированы высказывания его подзащитного. Согласно заключению экспертизы, в его словах и действиях не содержится никаких противозаконных, агрессивных, а также экстремистских призывов и высказываний. Таким образом, материал дела отсутствует какое-либо доказательство, обоснованного указывающего на наличие вины в действиях Багаудина Хаутиева и других подсудимых в рамках предъявленных обвинений, кроме надуманных рапортов сотрудников правоохранительных органов, не подкрепленных абсолютно ничем, о наличии оснований полагать о совершенных ими преступлениях. В материалах дела нет ни одного доказательства, подтверждающего выводы следствия о наличии действий подсудимых, в том числе и Багаудина, признаков инкриминируемых им преступлений. При этом ни одно из предъявленных нашим подзащитных обвинений никак не увязывается с личными качествами и реальными характеристиками подсудимых. Каждый из них относится к лучшим представителям нашей страны, придерживаясь исключительно мирных и прямых методов выражения своей позиции. Все они обладают разным чувством справедливости и занимали в обществе ту нишу, которая осуществляет самую тяжелую работу – практическое решение проблем нашего общества, решить которую, ввиду различных причин, не способны и не желают представители органов власти. Все они люди, которые посвятили много лет своей жизни культуре, образованию, благотворительности, защите прав человека и общественных интересов, заботе о здоровье и благополучии граждан, развитию институтов гражданского общества, повышению качества деятельности органов исполнительной и законодательной власти. Только делали все это по зову своего сердца, искренне переживая за судьбу народа, республики и страны. Например, мой подзащитный после окончания Ингушского госуниверситета, получив специальность юриста, занимался оказанием бесплатной правовой помощи населению, являлся председателем молодежного правительства, созданного правительством Республики Ингушетия и работавшего под его эгидой. Все это характеризует его положительно и является несовместимым с предъявленными ему абсурдными обвинениями. Сегодня с подсудимых не эти 7 человек, это только и почтенные старцы, и преподаватели, и благотворители, и историки, и правозащитники. Сегодня судит весь народ Республики Ингушетия. Именно такое мнение сложилось у большинства жителей региона. Именно по этой причине, вопреки закону, всех фигурантов уголовного дела, возбужденного по событиям утра 27 марта 2019 года в Магасе, незаконно арестовывали, ложно обвиняя по части 2 статьи 318 с целью реального лишения свободы, вывозили в другие регионы, хотя инкриминируемые преступления якобы были совершены на территории Республики Ингушетия. Вели следствие за пределами республики, судили их в судах других регионов, изменяя территориальную подсудность. И все это было в то время, когда в самой Республике Ингушетия есть действующие следственные органы, следственные изоляторы и полноценная судебная система, которая до сих пор функционирует и не расформирована. Утром 27 марта 2019 года силовики незаконно и необоснованно, выполняя волю узурпирующего власть лица, применили насилие по отношению к источнику власти в нашей стране. И только за то, что эти люди мирно находились на парковке перед местной телерадиокомпанией, в ожидании обещанного представителям власти согласованного массового мероприятия. Оппозиция Европейского суда по правам человека категорически запрещает применение любого насилия по отношению к мирно протестующим гражданам, пусть даже безналично то согласия власти. Таким образом, власть лица руководства республики, личность Бекаевкуева, не просто учинила расправу над ингушским народом, она жестоко мстила ему за то, что сама предала его интересы, за то, что народ посмел указать ей на грубейшее нарушение норм действующего законодательства, за то, что, именуя себя героем России, глава республики пошел на все эти преступления исключительно ради своих меркантильных интересов и был разоблачен народом. Он на протяжении 10 лет обманывал жителей Ингушетии, обманывал федеральный центр, говоря о мнимых достижениях. Но когда он совершил самый масштабный обман и предательство, его раскрыли. И именно за это он мстил ингушскому народу. Его месть выразилась в масштабных репрессиях, развернутых по его требованию. Более 300 жителей Республики Ингушетия подверглись административному наказанию в виде штрафов, административного ареста и принудительных работ. Более 40 коммерческих и общественных организаций подверглись проверкам, обыскам, и фактически их работа была парализована. Большинство из них прекратили свою деятельность. Несколько десятков человек лишились работы. Более 60 подверглись уголовному преследованию и почти 50 были арестованы. 40 человек были осуждены, отбыли необоснованное несправедливое наказание и вышли на свободу. Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации опубликовал данное количество вынесенных приговоров в стране за 2020 год. Их 531 тысяча. Из них оправдательных приговоров немногим больше 1000. Получается, что на каждую 1000 приговоров приходится только 2 оправдательных. Свой вклад в количество оправдательных приговоров вносят суды присяжных. Но тех, кто сидит на скамье подсудимых сегодня, лишили такой возможности, сделали это только потому, что присяжные оправдали бы каждый из них по всем пунктам предъявленного абсолютно абсурдного обвинения. Сегодня я взываю к разуму и совести суда
я призываю вас вынести единственно возможный, законный и оправдательный приговор. Прошу признать всех невиновными, освободить и лишать права на реабилитацию.